Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Организатор фестиваля «Зеленый маркет» Алина Павлова. Алина, здравствуйте! Добрый день! Также в нашей студии сегодня куратор проекта «Обнимаюсь сердцем» Елена Васильева. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! И Елена Николаева, председатель арт-галереи «Симых». Елена, добрый день. Добрый день. Рада вас видеть. Елену рада видеть вдвойне, потому что мы знакомы за кадром, и я сегодня только узнала, что Елена творчески раскрылась благодаря своему статусу. Я очень рада и поздравляю вас с этим. Мы сегодня будем говорить о мероприятии «Зеленый маркет». Это фестиваль, который пройдет с 10 по 15 июня в Якутске. Ну и, конечно, первое слово, Алина, вам. Что это за мероприятие, для кого оно организовано, кому туда стоит прийти и что ждет наших жителей и гостей столицы? Но мы решили организовать первый открытый этнофестиваль с 10 по 15 июня, как уже вы сказали. Мероприятия у нас будут проходить ежедневно с 10 до 20 часов. У нас программа очень обширная. Вообще я хотела сказать, почему мы решили назвать наш фестиваль «Зеленый маркет». Да? В самом начале, когда строился старый город, он строился как базар, как место для продаж для жителей, да, и вообще я читала то, что данный базар строился из пожертвований горожан. Вот. Также там был раньше копеечный рынок, потом он переименовался в зеленый рынок, поэтому мы решили воссоздать и назвать таким образом наш фестиваль. На нашем фестивале будет гастрономия, это у нас фудкорты различные, начиная там от каких-то национальных блюд, заканчивая блюдами стрит-фуда, фаст-фуда. Вот. Также у нас будут ремесла, отдельная тоже выставка, ярмарка, украшения, керамика, одежду, которые наши, наши мастера, да, делают своими руками. Вот. Также у нас будет гараж-сейл, обмен вещами. Вся программа у нас есть на нашем сайте, можете посмотреть, там по времени все у нас прекрасно расписано. Также у нас будут проходить квартирники, ческыры у нас будут выступать вечером. Квартирник мы решили сделать в этом году более таким разговорным, то есть будут выступления, и зрители могут спрашивать, общаться, какое-то живое общение будет у нас проходить. Также при поддержке Министерства физической культуры и спорта у нас каждое утро будут проводиться различные зарядки, йоги с 8 часов утра. Можете приходить смело. Это у нас все бесплатно. Это делается все для горожан, для наших жителей нашей столицы. Наверное, для гостей, чтобы вообще посмотреть, да, чем богата наша республика, что могут делать, что могут производить наши мастера, предприниматели. Я думаю, что мы еще вернемся к тому, что вы перечислили. Мне, например, очень интересно, как проходит эта гаражная распродажа, обмен вещами, квартирник, мне интересно. И интересно, какие мастер-классы будут, может быть, подробнее расскажете, чтобы наши слушатели уже, может быть, кто-то выбрал какой-то мастер-класс и конкретно пришел на него. Кому это будет интересно, какой возрастной категории, может быть, это для взрослых или и для взрослых, и для детей. Давайте дальше пойдем, да, и, Елена, расскажите, пожалуйста, о том, как вы участвуете в этом мероприятии и зачем вам это нужно. В Национальном центре прикладного искусства «Симых» я работаю недавно. Много лет я работала в управе строительного округа, 15 лет, да, в Губинском. И, конечно же, там направление работы это было ЖКХ, благоустройство, озеленение, да, субботники. И работая в старом городе, я ощутила весь такой исторический дух. Я помню, как с 2000 по 26 год, да, началась реставрация этого квартала, да, старый город. Тогда работал Илья Филиппович Михальчук, да, мэром. И сейчас... Это вы еще с той поры? Да, я тогда в управе строительного округа работала. Закольцевала жизнь. Да. И ощутила что
старый город очень активный, там столько кафешек, ресторанов, да, и когда меня подключили в WhatsApp-группу, я познакомилась с молодежью, с директорами этих общепитов и предложила, а давайте мы сделаем перед фестивалем зеленого маркета субботник. И каково же было мое удивление, когда 4 июня вышло 50 человек на субботник. Я еще раз хочу сказать, что главное организовать. А молодежь у нас очень активная, очень хорошая. И при поддержке дирекции парка, да, Надежды Аболкиной, они привезли 100 цветов. Мы посадили 100 цветов возле памятника Аржакова. Центральный округ в лице главы округа Айсена Александровича дали нам перчатки, грабли, мешки. И вот мне еще понравилось то, что такие рестораны, как Изакая, Старый Китай-город. Сильно не в рекламу не уходите. Е9. Ну вот такие ресторанчики, когда я им предложила убрать свою территорию, они сказали нет. Мы уберем весь старый город. И буквально за 2 часа мы его так преобразили. Я хочу вас, Светлана, туда пригласить. Можете там пройти, прогуляться, да. Все посадили цветы, все окурки эти убрали. Теперь у меня такое, знаете, креативное предложение, чтобы социальные пошли какие-то рекламы, да, не мусорить, да. Это там, на Аржакова. Да, вообще вот в старом городе. Беречь, потому что это же музей на открытом небе. Это, можно сказать, самый центр города Якутска. Там птички поют. Там такая тишина, потому что там же шлагбаум, машины туда редко заезжают. Там как бы пешая прогулка. И мне очень понравилась идея наших вот организаторов фестиваля «Зеленый маркет», да, в лице Алины, да, и Талины, то, что они такие общественники, такие активные люди, да, проводят такое хорошее мероприятие на общественных началах. Я сама лично хочу пройти на это мероприятие, зарядку сделать, йогу. Чувствую, что летом надо постройнеть, похудеть. И мне выпала такая честь на общественных началах 10-го открыть этот фестиваль как ведущий. И поздравляю, вот такая, у вас прям творческий да, потенциал раскрывается. Теперь, значит, раскрывается. Да, и мы хотим, значит, на общественных началах пригласить женсоветы, значит, советы ветеранов, да, города Якутска, а может быть, республики, сделать общий Осохой, да, на 12 июня. Это же День России. С флагами Якутии, России. Все мы в холодаях, да, в якутских украшениях. Беремся за руки, делаем Осохой и говорим, мы живем в России. Россия интернациональная. Мы любим свой родной Якутск. А сердце города Якутска — это старый город, да, территория. И его надо беречь. И мне очень понравилось, как вот «Зеленый маркет» сделали такую инициативу. Я хочу, чтобы мэрия города Якутска в лице Евгения Николаевича поддержали этот проект и в следующем году выделили бюджет. И хочу девчат попросить, Айталину и Алину, чтобы они проводили ежегодно такой экологически хороший проект, такую хорошую акцию. И я очень рада, что такие социальные проекты, да, обнаженные, обнимаю сердце, да, там будут проводить можно социальные сказать, что сердца обнаженные, действительно, да, раскрытые, да. И такие, какие есть. Елена, еще раз хочу вас представить, Елена Николаева, представитель арт-галереи Семых. Да. Это был мощный спич, я вас поздравляю. Я думаю, что творческие люди ждали такого человека в своей вот среде, как вы, да, потому что творческие люди все-таки они больше вот как-то, а вы сказали, выходим на субботник, и удивительно, что вышли же и художники, да, и архитекторы, ведь давайте об этом скажем. Народные мастера вышли. Народные мастера, те, которые создают эту красоту, вышли и стали убирать на этом субботнике. Я вам хочу еще раз сказать, что еще дополнительно сказать, что сделали солому на 200 метров, повесили на улице Аржакова вместе с дирекцией парка. Там сейчас так красиво. Наша солома в преддверии Сабантуя и в преддверии национального праздника Эсэх. А это чья идея была? «Зеленая маркета». Аплодисменты. Да, вы молодцы, и я рада, что вы уже практически передали слово Елене Васильевой, которая является куратором проекта «Обнимаю сердцем», и ваше участие тоже в этом проекте, в фестивале «Зеленый маркет» обязательно будет.
Да, спасибо большое. Но тоже вкратце расскажу. На самом деле для нас был очень приятный сюрприз, когда нас позвали. Наш проект существует уже 3 года. И один из организаторов, Валентин Аргунов, он нас позвал, потому что он 3 года подряд наши инклюзивные концерты тоже максимально помогает на них. И нас пригласили как социальный проект. Мы будем там представлять товары, созданные руками мам особенных детей. Это будут просто уникальные товары с душой. Обязательно нужно туда прийти, посмотреть. Но в целом вообще, что хочу сказать, что сама концепция, она очень откликается нам. Нам в Якутске прям не хватает таких замечательных открытых проектов под открытым небом, где будет собрано, на самом деле, практически все, что сейчас нужно летом человеку, да, и посидеть, перекусить, посмотреть товары, которые делают наши якутские бренды. Плюс еще там я знаю, что будет зона духовности, да, то есть которая будет рассказывать про историю народа Цаха. Это будут алгысчиты, обряды. И мне очень нравится, что летом все-таки у нас Якутск, он оживает, приезжает очень много гостей, плюс еще вот татарский сабантуй будет как раз в это время, да, там с 11, по-моему, по 14 июня. И, я думаю, что вот все гости нашей столицы, если посетят это, современное мероприятие, останутся в таком культурном шоке от нашего города. А кто из вашего проекта обязательно придет на это мероприятие? У нас очень много, на самом деле, ангелов добра. Ангелы добра — это те люди, которые, на самом деле, находятся в проекте, которые вкладываются в него там любым образом, да. Помимо тех, кто будет представлять свои товары. Кстати, какие товары, что именно? Что это будет? Давайте это останется сюрпризом, потому что это товары, созданные своими руками. Своими руками, в которые вложено время, энергия, позитивные, хорошие мысли. Помимо этого, плюс еще у нас будут наши самые там классные зажигательные номера с инклюзивных концертов, буквально возле, по-моему, площади. Возле Кружала у нас будет главная сцена, и выступление у нас будет 10 числа, как раз на открытии нашего мероприятия. Да, я на самом деле всех активно призываю прийти и посмотреть лично. Также у вас спектакль же еще будет. И еще будет спектакль, который будет организован обществом глухих. Я хочу призвать всех горожан, нас 300 человек, да, давайте поможем этим социальным проектам. Если, например, мы что-то покупаем в магазине, да, или там на рынке, или в торговом центре, а ведь можно купить на таком социальном проекте, да, чтобы вот экономика семьи, да, многодетной, или где, например, где есть дети-инвалиды, да, чтобы как-то немножечко дополнительный доход у семьи был, да, или, например, в семьях каждую пятницу, субботу проводят ярмарку, выставку народных мастеров, а это в основном бабушки, да, пенсионеры, тоже дополнительный доход. Каждую субботу проводят? В старом городе? Да, в старом городе. Под открытым небом? Да, под открытым небом. Надо приходите, смотрите. Я, например, наш рынок, да, вот, когда иду покупать, я всегда покупаю не от таких вот коммерсантов, да, а стараюсь у бабушек, дачниц, чтобы как-то вот пенсионеров поддержать. И в этом случае я тоже думаю, что Зеленый маркет — это более как социальный проект. И я обязательно приду к вам и что-нибудь куплю у мамочек. Ой, спасибо большое. Чтобы поддержать наших мам. Также хотелось бы добавить, я немножко забылась, мы же еще сделали уникальную экскурсию по старому городу. У нас будут экскурсоводы, и вот по памятникам старинных вообще старого города у нас будут проводиться экскурсии. Тоже это все в программе есть, можете зайти на наш сайт, у нас на ЕКТ, на афише все есть, по ссылке набрать просто Зеленый маркет фестиваль. Да, набираете Зеленый маркет фестиваль, обязательно все высветится, и через ссылки переходите и посмотреть наши программы. Также у нас будут мастер-классы по актерскому мастерству для детей, по анимации компьютерной будут тоже танцевальные флешмобы, различных мастер-классов у нас очень много. Также у нас будет мастер-класс от спортивного комплекса «Мадун» по национальным видам спорта, также будет мастер-класс по Хабылы-Камыска, это вот национальные настольные игры. Вот. Так, что еще мне нужно сказать?
Ну вот мне интересно, квартирник, это что, вот эти гаражные распродажи, это как обмен вещами, как это проходит? Да, гаражные распродажи у нас будут проходить 14 и 15 числа, это вот в субботу-воскресенье. Вот возле ракушки, как называется этот памятник-то, мы там сделаем уже непосредственно столы расставим, развесятся одежды. У нас уже очень есть много заявок, кто хочет принимать участие. Но на самом деле мы сейчас открыты к заявкам. У нас мероприятие начнется с 10 числа. Можете обращаться, выходить на нас. Все те, кто желает поучаствовать на нашей выставке, ярмарке, на наших каких-то мастер-классах, кто-то может хочет дать, кто-то может хочет выступить. Мы очень как бы ждем и открыты к этому. Подвисла на этой гаражной распродаже. Это должна быть новая вещь, которую ты хочешь прийти и обменять на что-то, что будет для тебя более подходить, или это... Это может быть не новая вещь. Это любая, может быть любая вещь, но кому интересно, они вот друг с другом распределяют, ну, как бы обмениваются. Также может быть и новые вещи кто-то принесет, кому как бы что-то не нужно, что-то залежалось. Или также что-то, что ты сделал своими руками, да, можешь тоже предложить. Это у нас отдельная зона. Отдельная зона, это вот выставка ярмарки, которые у нас будут на Аршакова. А вот вопрос, обмен, например, комнатными растениями или саженцами будет такой? Если принесете, вдруг кому-то будет интересно обменять на какую-нибудь сумочку. Но это должен человек заранее как-то о себе заявить, и все-таки он должен быть как-то в списке. Зарегистрироваться. Или можно, наверное, продать, да? Вещь какую-нибудь, да? Продать это очень хорошо. Можно. А можно я дополнительно скажу вот про Сухой, да, который будет на День России 12 июня. Я прошу всех горожан прийти в национальных одеждах. Представьте архитектуру историческую старого города, да, и все придут в холодах, да, вот в камзолах, в якутских украшениях, а может быть в русских, да, национальных, а может быть это узбекская одежда, татарская, и все мы возьмемся за руки, друзья, да, и сделаем такой осохой, и все это мы сфотографируем, на видео снимем, это будет шикарно. И я прямо призываю всех горожан, даже с улусов приезжайте, и мы с вами станцуем вместе, за руки возьмемся, да, там фастфуд очень хороший будет, да, а может быть кто-то оладушки принесет. И кумыс, да, это будет начало прекрасного дня. Это отлично, Елена, что вы будете на сцене, потому что я вот прямо чувствую от вас такой большой потенциал, что у вас есть что сказать, есть что рассказать. Вы даже сегодня предложили перед эфиром, что прозвучали стихи Александра Сергеевича Пушкина, у которого сегодня день рождения в вашем исполнении. Я, честно говоря, только за. Если вы не передумали, мы можем это осуществить прямо сейчас. Наш великий русский поэт Александр Пушкин. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать. Спасибо. Остается только добавить, что все те, кто хочет прикоснуться к доброму, вечному, то приходите на фестиваль «Зеленый маркет». Он пройдет с 10 по 15 июня в Старом городе на улице Аршакова. Да и просто можно в эти дни, да, полностью прийти. Весь Старый город, и на Аршакова, и там на Амосова же улица, да, полностью Старый город будет оживлен. Добавлю, что мы это мероприятие делаем впервые. И хотелось бы, чтобы это мероприятие стало уже ежегодным событием, чтобы оно все становилось лучше и призывало, как сказать, очень... Можете какое-то напутствие для тех, кто туда придет, может быть, есть какое-то пожелание для ваших гостей? Пожелание, вообще, как бы, опять-таки повторю, что будет у нас проходить Сабантуй, и хочется показать другой национальности, что вот у нас есть тоже своя культура, и что им будет тоже интересно посмотреть на это, увидеть, ощутить, погрузиться, так скажем, в наш старый город. До конца эфира минута, может быть, кто-то что-то еще хочет дополнить. У нас еще состоится выставка коллекционеров, редкие находки от монет до советских артефактов, тоже это будет. Это интересно. Мне сказали, что будут еще подарки памятные,
нашим горожанам, кто придет на фестиваль. И фестиваль пройдет с 10 по 15 июня с утра до вечера. То есть, если человек в любой час подойдет дня, он не ошибется. Все мероприятия будут классные и интересные. Я просто по городу гуляла и зашел, да? Елена, может, у вас есть что добавить? Ну, я вообще в предвкушении этого лета, очень много мероприятий в Якутске проходит, и я верю, я знаю, что зеленый маркет 100% превзойдет все ожидания. Дорогие друзья, я благодарю всех за внимание. Через короткие 4 минуты мы снова вернемся в нашу студию. Гостей благодарю за интересную и полезную беседу. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. В нашей студии куратор проекта «Обнимаю сердцем» Елена Васильева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Аян Николаев, руководитель центра «Время быть лучше», член проектной группы проекта «Обнимаю сердцем». Аян, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии Боталу Агдо, педагог гимназии Центра глобального образования, управляющая туристической базой «Обнимаю сердцем». Все правильно, если что, поправляйте. Да. Спасибо большое, рада вас видеть. Спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Ну, сначала я хочу все-таки поздравить проект «Обнимаю сердцем» с тем, что вы настолько разрослись глобально, вышли уже и за пределы республики, и уже по России вы так набираете обороты. Когда-то все начиналось просто вот с нашего города, с Якутска, да. А потом уже какие-то другие города нашей республики, районы, да, подключались, и вот теперь все так глобально. Но в Якутске открывается новый проект. Да. Проект в проекте снова, да. Это будет туристическая база. Страна ОС. Да. И сегодня мы об этом будем говорить подробно. Для кого нужен этот проект, кто сможет летом провести там время. Елена, вам, конечно, первое слово. Спасибо. Ну, хочу с чего начать, что мы, как в первом блоке я говорила, да, о том, что проект «Обнимаю сердцем» уже работает 3 года. За это время у нас организовано и реализовано достаточно много проектов успешно. И основной как бы миссией, конечно, мы своей считаем принятие инаковости других людей, да, и как бы логичным проектом, который сейчас вот у нас в этом году возник, это создание туристической базы инклюзивной. В этом году мы ее запускаем как летний кемпинг, то есть это палатки, да. Он будет находиться на Вилюйском тракте 32-м километре. Также, что хочу сказать, наверное, из самого важного, да, то, что почему мы к этому пришли. Потому что, ну, мы мамы, да, мы родители, и мы прекрасно понимаем, что на самом-то деле летом своих детей очень, ну, как бы сложно предоставить им качественный отдых. В связи с этим мы как бы пришли к тому, что нам здесь, в Якутске, нужно создать место, создать пространство, где бы приезжали семьи, мамы с детьми, подростки и качественно проводили свое время. Понятно, что летом, конечно, сложно выехать с Якутска. Это дорогие авиабилеты, иногда там такие цены, что в целом просто невозможно выехать. Поэтому создание вот такой вот как раз-таки базы недалеко от города Якутска, там буквально минут 20 езды, поможет и позволит семьям проводить свои дни с пользой. И общаться, да? Все вместе подружиться, общаться, как-то сделать свой круг общения шире и больше. А как это будет проходить общение? Как туда, во сколько туда? Это как заезд, как прямо в лагерь? Или туда могут приезжать только на день побыть? Или там как это все? Да, сами выбирают формат. У нас, ну сразу я, наверное, расскажу, да, о том, что нас отличает от других кемпингов, да. У нас будут программы, у нас будут мероприятия. Каждую неделю они будут новые. Допустим, мы будем проводить творческий фестиваль вот именно на территории кемпинга. И, соответственно, человек сам выбирает. Он может туда приехать в будние дни, может приехать в выходные, там, в пятницу с ночевкой. Мы предоставляем там палаточный городок. Ну, в основном
Я на самом деле тоже, опять же, не хочу забегать вперед, потому что мероприятия будут все разные, очень интересные, и мы будем на самом-то деле их видоизменять именно под ту группу, которая будет записываться. Как бы вы же в моменте, да, смотреть, что кому более интересно. Да, да. Давайте дадим слово вашим коллегам. Аян, вы какую лепту вносите в это мероприятие полезное? Ну, во-первых, я вношу лепту таким образом, то, что это будет техническое оснащение, то есть это создание сайта, то есть это рекламная деятельность, видео и фото, ну, вот это все, оповещение через социальные сети и так далее. А вообще идея сама по себе зародилась именно почему? Потому что это основной посыл и ценность данного проекта является это укрепление и сохранение семейных ценностей. В этом плане мы хотим как-то объединить семьи, чтобы у них все было хорошо, в плане того, чтобы они проводили время тоже с детьми. Вот очень часто бывает то, что родители на работе, дети предоставляют сами себе, и как-то укрепить этих связей. Ну и, конечно же, не только вот мамы и папы, не только дети, но и, конечно, старшее наше поколение, это бабушки, дедушки, чтобы они проводили чаще времени с внуками. А то бывает очень проблематично, допустим, выехать в тот же самый район, например, крайний север, там очень все долго, поэтому создать такие условия, чтобы они вот, может быть, приехали в город и были ближе к своим условиям, побыть с внуками, ну, условно так вот. Вот, поэтому мы сейчас как раз-таки разрабатываем сайт, где мы будем принимать заявки, обрабатывать их и таким образом уже смотреть интересы людей, кто чем увлекается, и под них делать уже какие-то интересные интерактивные мероприятия. Да, если провести опрос, да, то можно уже прям на злобу дня, как говорится. И это для удобства будет тех людей, которые только-только будут знакомиться, да, с тем, что есть такой вот лагерь летний. Они смогут посмотреть вообще, стоит ли туда идти, не стоит, подходит это им, не подходит. Я вообще, честно говоря, думала, что это наоборот, чтобы родители отдохнули от детей, потому что, мне кажется, дети с ограничением в возможностях, да, они все-таки большую часть своей жизни проводят именно рядом со своими, ну, чаще мамами, наверное, да, со своими родителями. И мне кажется, родители точно устают. И я подумала, что там, наоборот, будет возможность оставить ребенка, а самим родителям отдохнуть. Нет таких планов на будущее? Да, можно я отвечу? На самом-то деле, наверное, это опять один из как подпроектов «Обнимаю сердцем». Ну, он тоже начинается с нуля, да. Понятно, что как бы у некоммерческой организации нету как такового бюджета, и у нас в целом-то все проекты так и идут, начинались, и даже по настоящее время, да, идут. Мы мечтаем и планируем, что к 2028 году это будет полноценная туристическая инклюзивная база. И она будет, ну, вообще первая в арктической зоне такого формата. Как раз-таки, куда семьи могут приехать, и там будет и досуг и для родителей, для мамы с папой, и для ребенка, для того, чтобы родители могли оставить, например, социальному работнику, да, для того, чтобы с ребенком там занимались, чтобы с ними играли. То есть это все происходит на выбор самих родителей. А еще можно в этот лагерь пригласить и детей, которые без ограничений, да, возможностей, чтобы они смогли как-то, да, общаться, да, и делиться друг с другом чем-то, какими-то там своими навыками и интересами. Все верно, да. То есть самая главная задача — это создание доступной среды для всех. Туда может приехать абсолютно любой человек. Ботулу, правильно, да? Агдо, меня зовут Агдо. Агдо, Ботулу. Да. Агдо — это имя. Агдо — это имя, да. Ботулу — это... А откуда вы? Такое имя у вас необычное. На самом деле, да, многие спрашивают, да, про мое имя, про мою фамилию. На самом деле, всем говорю, что это якутское имя. Серьезно? И якутская фамилия, да. Я вообще даже такого никогда не слышала. Да, на самом деле у меня отец якут, он с Красноярского края, есейские якуты, наверное, многие уже знают, потому что тоже уже серии документального фильма снимались НВК Саха прямо в этом поселке, да, про есейских якутов, которые предки наши, они переселились с республики Саха еще более, кажется, 400 лет, не помню, да, и сохранили свои фамилии, имена, свои традиции, язык и быт. Надо же, да. Я сижу и думаю, наверное, девушка иностранка, думаю, интересно, откуда она приехала. Нет, оказывается, вы наша местная. Да, на самом деле род происходит оттуда, откуда родились, с того места. То есть, знаете, наверное, есть верхневилюйские село Ботулу, а это как раз мои предки оттуда. Да, а Агдо — это еще по-старому Агдочья.
уже старожилы знают это имя. А как вам живется с таким вот редким именем? Очень замечательно. Редкой фамилией? Замечательно, прекрасно. Я сохранила свою вот эту идентичность, да, даже выходя замуж, я сохранила свою фамилию, потому что я знаю, что это очень редко, это ценно, и я считаю, что это нужно доносить. Когда я на самом деле переехала всего 4 года назад сюда, и очень многие удивлялись и как раз-таки заинтересовались, что есть такие, оказывается, тоже в Красноярском крае якуты. Спасибо большое, за что поделились. Агдо, вы педагог Центра глобального образования гимназии. Да. Чем вы будете заниматься вот в таком летнем лагере? Да, я недавно об этом узнала в проекте, да, уже больше месяца. Елена рассказала мне о том, что она занимается такими интересными делами, да, что я просто поразилась, насколько это на самом деле мне откликается, насколько это в действительности важно. Почему? Потому что я сама, когда переехала, да, я вот хотела погрузиться именно в атмосферу, да, понимание, да, как с детьми общаться, да, то есть насколько культуру знает, да, и вот как раз-таки я для себя увидела ту возможность на этом кемпинге, да, организовывать мероприятия. Я там буду как управляющим, Елена, да, предложила быть, то есть полностью организацией заниматься, да, и присмотр, какие-то необходимые моменты, все это делать. Больше организационные тоже моменты, да. Но для себя я тоже такой момент взяла, то, что все-таки я педагог, и работа с детьми — это моя основная работа, где я как раз тоже могу внести лепту именно по сохранению экологического какого-то отношения к природе, где дети могут на природе получить атмосферу, где они получают хорошие эмоции, и, соответственно, они уже могут вспоминать о природе как о хорошем, и, соответственно, уже стараться сохранить ее. И, конечно же, сохранение семейных ценностей, общения, там нету связи, там нету, получается, то ребенок не будет сидеть в телефоне, он будет вынужден общаться, разговаривать, да, что это на самом деле актуально, потому что очень мало детей, которые социализировались и умеют нормально общаться, умеют дружить по-нормальному, по-человечески. Вы социальный педагог, получается? Нет, я на самом деле учитель истории и обществознания, но в этом году я попросила нашего директора оставить мне только кружки, заняться тоже своими проектами, реализациями, на что он мне пошел навстречу, и, конечно же, я рада, что я работаю в таком коллективе замечательном. Как раз когда я переехала, эта гимназия открывалась, и я туда просто... это большая удача, что вам пошли навстречу, что не нужно себя где-то ломать и просто закрывать там какой-то план, а есть возможность заниматься тем, что тебе интересно. Перед тем, как сегодня прийти в эфир, я просмотрела телеграм-канал «Обнимаю сердцем». Кстати, кто не подписан, подписывайтесь. И увидела, что вот этот вот лагерь летний готовили сами дети. Вы там проводили уборку. У нас, кстати, есть, наверное, фотографии, да, тоже про это. Фотографии, видео. Да, и видео может идти фоном, да, не будем прерываться. Да, конечно. И меня это очень как-то тронуло, то, что сами дети, у которых ограниченные возможности, они пришли и готовили эту площадку. Да, все верно. Мы провели субботник. На самом деле территория достаточно чистая оказалась. Были дети. Мы буквально, наверное, там в течение 5 часов убрались. И... Так быстро? Да, буквально. У нас на самом деле было, возможно, не так много, не 50 человек, как в старом городе, да, на Зеленом маркете, но человек 20 нас было. Мы очень быстро убрались, потому что работали слаженно и очень активно. Даже работал мальчик Эндрю. Да, Эндрю. У которого нет... Да, нет ручек. Рук, по-моему, вот где-то от изгиба, да, вот здесь, от локтя. Да, всё верно. И он даже принимал участие, и мы ждали его в эфир, но он приболел. И Эндрю желаем здоровья, выздоравливай, поправляйся, ты большой молодец. И вообще вы все большие молодцы. То, что вы находите силы и время. Зачем вот каждому из вас это нужно? Обычно же как-то откликаются на такие вещи, когда это касается, лично тебя, да, когда у тебя есть такой ребенок, и это, ты уже через себя это не можешь не пропустить. Ваши какие истории, почему вы в этом проекте?
я могу начать, да. Я начну с того, что, работая в школе, я понимаю, что нет чужих детей. Нет чужих детей. Все дети, все они общие. И все, что мы вкладываем в детей, неважно своих, чужих, это вкладываем в наше будущее. И, соответственно, ограничения в том, что какие-то есть различия, они не должны быть. Ну и, конечно же, отношения наши как к своим, как к чужим детям, они должны быть и одинаковые, и в то же время как-то мы должны как бы детей обучать своим примером, да, что все одинаковые, нет границ, все может произойти в жизни на самом деле, и чтобы каждый мог друг другу помочь. Я думаю, что с преподавателем детям точно повезет, да? Это точно, да. Вот про помощь, да, я тоже хочу сказать, что на самом-то деле я здесь абсолютно солидарна, 100%, потому что мы живем в таком регионе, ну, в одном из самых суровых, наверное, да. И вот наша сила в том, что мы эти ограничения превратили в свою силу. То есть то, что не дано нам, мы это все взяли, превратили в наши достижения. И я считаю, что именно нам, вот, ну, не прям именно нам, конечно, да, но мы это можем сделать. Мы вообще, нам подвластно все практически. Главное желание и участие. Название классное вы придумали. «Страна Оз». Вообще здорово. Да. Она называется «Легенды страны Оз». Оз как «Обнимая сердцем». «Обнимая сердцем», да. Так это хорошо подошло. Да. Легенды как... Да. Ну, это на самом деле связано вот с нашей культурой тоже. Есть что добавить у вас, Аян? Ну, у меня история такая личная, то, что я 7 лет сам работал в техникуме интернате для инвалидов под руководством Марины Игнатьевны Винокуровой, которая вот на протяжении 7 лет она поддерживала все мои начинания, все мои проекты, и благодаря этому я уже понял то, что надо делать такие вот проекты, то есть просто помогать людям, если можешь. И у меня личная история, то, что у меня сын особенный, и тем самым мы с женой не унываем, как бы получается, и стараемся уже на своем опыте показывать то, что если ты особенный, то это не значит, что ты не должен быть в обществе, а наоборот, проявлять себя, показывать себя, как бы какой ты есть на самом деле. Поэтому мы своим на примере показываем, объясняем то, что человека должны ценить не за внешние факторы, а за какие-то качества. Поэтому мы пытаемся объяснить и другим людям таким образом то, что надо, скажем так, диагноз — это не конец, это может быть и новое начало, потому что благодаря нашим детям, которые у нас есть такие особенные, мы становимся такими, какими мы сейчас являемся. Это на самом деле это такое вот, да. Поэтому вот история такая, то, что еще моя бабушка, моя мама всегда тоже помогали людям, и это, как бы, видите, как у нас передается из поколения в поколение. То есть я очень надеюсь, что у меня есть еще дочка, сын, они вырастут и также будут помогать людям. Поэтому мы стараемся вот принимать активное участие в разных таких инклюзивных мероприятиях, волонтерских начинаниях. Ну и, в общем, вот так вот. И наверняка лето проведете вместе с детьми. Да, скорее всего. Как родители, да, и дети вот на той площадке, которую готовите. Да. Спасибо вам большое. Я рада, что вы сегодня были в нашем эфире, рассказали всем тем, кому эта тема интересна и близка, о том, что лето можно провести с пользой, интересно, и там, где есть сердца, которые могут обнять. Спасибо вам большое. Всех я благодарю за ваше внимание, дорогие слушатели и зрители. Всем хорошего вечера и обнимающих сердец.